лет назад отгремели последние залпы войны. Но время не властно над нашей памятью. И минувшие 4 десятилетия... 9 мая 1985 года. Площадь имени Владимира Ильича Ленина в Якутске. Через несколько минут здесь начнется торжественный митинг ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, представителей трудящихся и молодежи, посвященный 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Площадь в ожидании колонны ветеранов. Они идут сюда с площади Победы, где только что состоялся торжественный церемониал возложения цветов к мемориальным плитам с именами якутян, героев Советского Союза, а также закладка капсулы с письмом к потомкам в 2045 год, к столетию Великой Победы. Это самое суровое за всю историю человечества сражение. Потому что все советские люди, все как один, стали на защиту социалистического отечества. Вместе с воинами разных национальностей на фронтах войны сражались и Сирии, Астрометрила, Ветераны войны вступают на площадь имени Ленина. Сегодня, в этот день всеобщего праздника, мы воздаем им почести, чтим их заслуги перед Родиной. Свыше 62 тысяч лучших сыновей Якутии сражались на фронтах войны. В их числе 2200 коммунистов и около 10 тысяч комсомольцев. Якутяне воевали в составе всех родов войск, на всех фронтах, прошли с боями от Москвы до Берлина, от Волги до Эльбы. За проявленную храбрость и отвагу тысячи воинов из Якутии награждены орденами и медалями. Некоторые стали кавалерами орденов Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Нахимова. 21 воин-якутянин удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Одним из самых замечательных проявлений патриотизма трудящихся нашей республики в тылу было создание фонда для строительства танковой колонны «Советская Якутия», которая сражалась в составе Первого Украинского фронта. Воины-танкисты писали якутянам: «Заверяем вас, что и впредь будем беспощадно истреблять фашистскую нечисть и на грозных боевых машинах умножим славу Красной Армии». Всего по республике было внесено в Фонд обороны Родины более 90 миллионов рублей деньгами и около 60 миллионов рублей облигациями государственных займов. Только на строительство танков и боевых самолетов было внесено более 27 миллионов рублей. Собрано и отправлено воинам Красной Армии около 200 тысяч теплых вещей. Все для фронта, все для победы. Не было более важного лозунга для тех, кто трудился в тылу. У народа разборчивая, но добрая память. И имена солдат, защищавших сегодняшний мирный день, счастливое детство
навечно запечатлены в народной памяти. Просим вас подняться на трибуну для почетных гостей. На трибуне члены бюро Якутского областного комитета КПСС, Якутского горкома партии, ветераны войны и труда. Радостно отметить, что сегодня вместе с нами и гости из братской Монголии. Нынешнее молодое поколение часто думает о своих отцах и дедах, которые выдержали на своих плечах самую жестокую из войн – Великую Отечественную. И в этих думах отцы наши как бы вырастают из пламени и идут сквозь свинцовые метели сражений, прекрасные и величественные в своем простом солдатском подвиге. Они выдержали испытания нашего народа на силу духа, мужество, верность коммунистическим идеалам. Чуткое восприятие их слов, мыслей, поступков молодыми – это и есть кровное родство, родство отцов и сыновей. В этом нравственная чистота поколений нашего социалистического государства. У микрофона военный комиссар города Якутска Владимир Николаевич Черневский. Товарищи, в связи с 40-летием Победы в республике находятся боевые знамена воинских частей. Равняйсь! Смирно! Знамена нести! На площадь вносят боевые знамена 36-го отдельного гвардейского танкового ордена Кутузова полка прорыва. Полк участвовал в боях на Курской дуге, в прорыве блокады Ленинграда, освобождал Польшу и Белоруссию, штурмовал Берлин. Знамя 65-й танковой краснознаменной орденов Суворова и Кутузова бригады. Через Калининский фронт, Курскую дугу, Белоруссию и Польшу таков боевой путь бригады до Берлина. Знамя 141-го гвардейского стрелкового полка, боевой путь которого прошел через Сталинград, Белоруссию, Прибалтику. Полк участвовал в разгроме курлянской группировки. Знамя 764-го армейского истребительного противотанкового артиллерийского полка, встретившего День Победы в Восточной Пруссии.
трудящиеся, коммунисты, комсомольцы и молодежь города Якутска День Победы встречают в обстановке высокого политического и Председатель трудового подъема. Якутского горисполкома, товарищ Коркин Юрий Семенович, открывает торжественный митинг. Якутяне принимают дополнительные социалистические обязательства по успешному завершению 11-й пятилетки и достойной встречи 27-го съезда родной коммунистической партии. Товарищи, торжественный митинг, посвященный 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, объявляется открытым.